Здравствуйте, друзья! С вами я, Лара Володина. Вот и завершается самый тяжелый год в моей волонтерско-спасательной жизни. Провожаем его с тяжелым сердцем, с несбывшимися мечтами, с упущениями, ведь многих, кого могли бы, не спасли. Провожаем с пережитыми блокировками карт в мае, августе, декабре. Провожаем с долгами, с нерабочим в России Ютубом. Что ждет нас в следующем году? Надежды слабые. Без Ютуба, без денег. Выживем ли? Зависит от нас с вами. Просмотры сократились, а многие из вас даже не подписаны на Телеграм и Рутуб. Это то, что осталось. Ссылки на них есть под каждым роликом или пришлю в личку, если кто не может нас найти там. Друзья, этот ролик, видимо, последний в этом году. И я снова хочу просить вас о помощи. Посмотрите, как их много, этих наших якутят. А ведь это мизерная часть из того, что есть у меня, спасенных вместе с вами. В их спасении есть и ваша доля участия. И они живые. И мы в ответе за них, как за своих детей. Очки. Нор. Риша. Чили. Матвей. Зара. Сандра. Да Барбарис. И по традиции, друзья, принято в конце года подводить итоги. Конечно, и у нас есть итоги, и хорошие тоже. Весь год, спотыкаясь, но мы продолжали спасать и вывозить. Пусть меньше, чем предыдущие годы, но спасала за гранью возможного. И есть нам чем гордиться. Боролась как могла за жизнь. Якутск, Бурятия, Астрахань, Нальчик, собаки и кошки, сколько смогла и даже больше. Конечно, этим самым создала себе трудности на следующий год, но не могла пройти мимо, поэтому они живые. Живые, но как жить дальше, не знаю. Подсчитать спасенных за год можно, но сложно. Скажу только, что за декабрь этого года спасено и вывезено 10 собак. Это в 6 раз меньше, чем в прошлом декабре. И за 3 месяца спасено и вывезено 35 кошек. И еще часть кошек остаются на передержках в Якутске. В том году было также много и кошек тоже. Конечно, несмотря на великие трудности и палки в колеса, очень много получилось пристроить благодаря нашим зарубежным друзьям, за что им огромное спасибо. И на нашем втором канале я с радостью с вами этим делилась. Конечно, друзья, у нас было бы больше спасенных, если бы вы их разбирали. Я бы на эти места спасала других. Но, увы, спасения останавливаются, если нет пристройств. И в этом виноваты мы с вами. И если уж они спасены и вывезены, но не пристроены, то нет других вариантов, как оплачивать их содержание и корм и довольствоваться, увы, общей населенной передержкой, хотя они достойны лучшего, достойны семьи. Посмотрите хотя бы на недавних узников ада, посмотрите, какими они стали. Они не для приюта и не для массовки, где случаются конфликты и разборки. Они для семьи и любви. А теперь, когда люди не прошли все испытания на порядочность, на выносливость, преданность делу, мы уж точно можем сказать, что собаки лучше людей. Они не предадут и не обманут. Они достойны жить и жить в человеческих условиях. Присмотритесь к нашим самым шикарным и человечным, самым порядочным существам на этой грешной земле. Дорогая Лара, мы хотели поздравить вас с праздником, с наступающим, и хотели поблагодарить за наших якутят. Маруша у нас 2,5 года с нами, Песа был годик, и с лета у нас находится эта маленькая зефирочка. Спасибо тебе огромное, и с наступающим. Мы с тобой. И я хотела еще раз сказать тебе спасибо за наших малышей.
И еще, друзья, немного рождественских приветов от наших спасенышей, которым повезло спастись благодаря нашему участию, моей волонтерской работе. Это самая мизерная часть от сотен, тысячи пристроенных. Они счастливы, они с подарками на Рождество, они ухожены, их любят. Порадуемся за них и пожелаем им долголетия, чтоб прожили за себя и за тех, кто никогда не выйдет из застенков ада, кто не вырвется из рук Кать, Рос, Русланов. Пусть живут долгую, счастливую жизнь. Центральному входу. Потапов Артем вас просит пройти к центральному входу. Самый смелый мальчик на свете. Ага. Ты что там застеснялся? Ну, моя маленькая. Ты моя зайка. Ну, колюся. Друзья, с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Пока верстался ролик пару дней, получила много неприятностей и бед. Как все пережить и справиться? Объемы невзгод колоссальные, я не знаю. И давят, и просят, и шантажируют, и не замечают, что не надо ко мне обращаться. Я не могу проходить мимо, но я и не справляюсь. Все спасения происходят только за деньги. Деньги за машину, самолеты, такси, деньги за корм и передержку. Как вы сами убедились, что бесплатно никто не берет. Вы сами не берете, вам не надо. Берут только единицы, поэтому за деньги. Это их работа. Бесплатно только осуждают тех, кто берет платно. И осуждают того, кто вынужден делать сборы. Замкнутый круг. Или последний вариант. Никого не жалеть, не спасать. Проходить мимо, тогда не нужны ни сборы, ни передержки. Тогда все будут погибать. Давайте определяться. Что мы имеем? Многие теперь не смотрят YouTube. Ну, не грузится. Долго. VPN не все могут подключить. Да и не всем регионам он помогает. А на Telegram не все подписаны. А многие и не хотят или не знают как. Большая часть нашего населения теперь исчезла из поля зрения. YouTube с трудом загруженные ролики теперь могут смотреть только за рубежом. Но они не могут или не знают, как отправить деньги. Донат работает не из всех стран.
но пока работает PayPal. Пользуйтесь пока хотя бы PayPal, который идет в конце ролика. Или я напишу в личку. И последнее. Давайте еще сделаем рывок в этом году и соберем сумму на оплату новогоднего корма. И долги у нас сохраняются тоже с октября по декабрь. Оставшиеся на канале, верные якутским и делу спасения, помогайте. Вся надежда на вас. Я кричу, я прошу, я тону.